Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Одним из самых заметных событий недели стал визит грузинского премьер-министра Гарибашвили в столицу Турции Анкару. По сообщениям прессы, визит состоялся по официальному приглашению и по инициативе турецкого лидера Таипа Реджепа Эрдогана. В грузинских СМИ визит премьер-министра, который забрал с собой в Анкару довольно внушительную правительственную делегацию, преподносится как укрепление союзнических отношений Турции и Грузии. Почти во всех изданиях мелькает главная мысль о том, что Турция последние 14 лет является главным и крупнейшим экономическим партнером Грузии. Упоминаются совместные проекты, такие как Баку-Тбилиси-Карс, Баку-Тбилиси-Джейхан. Более того, грузинский премьер в своей официальной речи в Анкаре всеми возможными способами намекал на то, что Тбилиси хочет, может и должен участвовать во всех выгодных экономических проектах, перспективы которых забрежили после последней войны в Нагорном Карабахе и изменения ситуации на Южном Кавказе. Вот несколько выдержек из выступления Гарибашвили. У нас есть все возможности осуществлять еще больше проектов, как в двустороннем формате, так и многостороннем. Мы говорили о положении в регионе. Конец цитаты. Далее грузинский премьер пояснил, что, дескать, ознакомил Эрдогана с ситуацией в Грузии и, конечно же, рассказал о так называемой российской оккупации. Известно, что в Анкаре состоялся долгий разговор Эрдогана и Гарибашвили за закрытыми дверями. И по мнению многих экспертов и наблюдателей, о главной цели визита и причине приглашения грузинского премьера в Анкару говорили именно тет-а-тет. И как раз эта тема вслух в официальных речах ни Эрдогана, ни Гарибашвили не прозвучала. А речь идет о скандальном в Грузии строительстве так называемой Намахванской ГЭС. Как известно, этот проект, который вызвал в Грузии ожесточенное противодействие, имеет турецкое происхождение, и потому у многих наблюдателей сложилось впечатление, что приглашение турецкого премьера в Анкару скорее выглядело как попытка выяснить и прояснить, собирается ли грузинское правительство сделать что-либо, чтобы помочь осуществить строительство скандальной ГЭС. Вот цитата из материала «Эхо Кавказа» на данную тематику. Некоторые комментаторы приглашение турецкого лидера, от которого не смог отказаться грузинский премьер, видят в разрезе не только союзнических отношений, но в большей степени желание Анкары расставить точки над «и» в некоторых вопросах, до которых в последние месяцы у турецкого руководства просто не доходили руки, пишет «Эхо Кавказа». Далее в статье значится: сторонники этой версии не исключают, что среди тем, которые обсудили грузинский премьер и турецкий президент, была и проблема в связи со строительством Намахванской ГЭС. Не случайно премьера сопровождают министры экономики и охраны окружающей среды. Неутихающие в Грузии протесты фактически заморозили процесс. И учитывая то, что компания-оператор является турецко-подданной, президента Эрдогана не могло не заинтересовать, как грузинские власти намерены решить этот вопрос. Конец цитаты. Тем не менее, тема Намахванской ГЭС никак широко в рамках визита Гарибашвили в Анкару освещена не была. Зато всюду было распространено заявление Эрдогана о том, что он поддерживает территориальную целостность Грузии, в связи с чем с выступлением выступил абхазский МИД. Министерство иностранных дел Республики Абхазия разделяет приверженность президента Турции мирному урегулированию конфликта между Республикой Абхазия и Грузией. Однако, если президент Эрдоган действительно стремится сыграть конструктивную роль в региональной повестке Турецкой Республики, стоило бы отойти от использования ангажированных и шаблонных заявлений о поддержке мифической территориальной целостности Грузии, сказано в заявлении абхазского ведомства. Во внешнеполитическом ведомстве Абхазии подчеркивают, что конструктивные региональные силы в регионе должны бы сосредоточиться на том, чтобы обратить внимание своих грузинских партнеров на необходимость выстраивать с Абхазией равноправные и справедливые взаимоотношения. Цитата: «Вызывает сожаление, что вместо признания объективных реалий, существующих в нашем регионе, некоторые региональные политики предпочитают продолжать спекулировать на несоответствующих действительности стереотипах о территориальной целостности Грузии. Убеждены, что политикам высокого уровня неуместно применять в своих выступлениях эпитеты, коренным образом искажающие объективную реальность в нашем регионе», сказано в заявлении.
Кстати, вы знали, что в LabQuest есть дисконтная программа лояльности? Это накопительная карта, позволяющая пациентам получать скидки на услуги по лабораторной диагностике. С картой LabQuest пациентам станут доступны еще больше возможностей диагностики. Каждый клиент подключается к системе скидок при первом заказе медицинских услуг. После оплаты услуг останется подписать соглашение и получить дисконтную карту. Также вы можете предъявить ее в лабораториях не только Абхазии, но и по России. А самое главное, одна карта на всю семью. Нужно лишь назвать номер телефона. Акция действует до уровня лояльности 25%. К другой теме, честно говоря, не новая и не оригинальная, а сумевшая уже набить оскомину. И тем не менее пройти мимо невозможно по некоторым причинам. Мы уже привыкли к разного рода видеоблогам, YouTube-каналам, в которых искажаются исторические факты, горе-историки прямо на глазах и под ошеломляющие комментарии интернет-зевак переписывают историю отдельных кавказских народов, да и всего Кавказа, высказывая явно шовинистические и националистические мысли, оскорбляя целые народы, их культуру и образ жизни. Но по-настоящему открытием стал для нас канал на YouTube «Злой грузин», который уже не один год занимается систематической фальсификацией исторических фактов, оскорблением и уничижительными речами в адрес абхазцев, русских, армян и многих других народов, которые сам автор канала, не скрывая, называет враждебными Грузии и всему грузинскому народу. Видеоролики и тематика «Злого грузина» обширна, но среди самых любимых тем это рассказы об Апсуа. Это слово он буквально выплевывает. И о том, что это вовсе не абхазцы, которые, цитата, «исконные грузины, проживавшие на древней земле Колхиды, а племя, спустившееся с гор». Именно так говорит «Злой грузин». По его версии и версии тех историков, которых он отрывочно и выборочно цитирует, эти самые Апсуа были горными пиратами и разбойниками, которые, спустившись с гор, разорили древнейший город Диоскурию. На колхидскую территорию были набеги и горские племена адыгского народа. То есть Апшили, Абазги и Джики начали спускаться на равнины, колхидские равнины. Со временем эти племена начали там обосноваться вместе с грузинами, осваивать территорию, селиться вместе с грузинами рядом на этой территории Колхиды. Эти пришедшие племена начали брать от грузин культуру грузинскую, которую они там встретили. Сплошь это язык, одежда, традиции, танцы. Были смешанные культуры. Сейчас пойди пойми, да, чья это или твоя, или та. Но случилось так, что вот эта ассимиляция пришедшего народа с коренными грузинами, колхидцами, шванами, мингрелами, семиретинцами, гурицами, и произошло получение нынешних абхазов. Абхазов, которые уже не помнили свои вот эти древние варварские традиции, набеги, кочевание, пиратство. Они всецело уже стали грузинами, грузинским этносом, грузинскими традициями и, что самое главное, верой грузинской, христиано-православной, а также и языком грузинским, потому что все летописцы, все историки в один и тот же говорят, что абхазы говорят на грузинском, и они никакого отношения не имеют к нынешним неким пришедшему Апсуе. А как же случился так, что там появились эти некие Апсуе? Смотрите, еще позднее, когда уже сформировался вот этим смешанными отношениями, сформировался этнос Абхазы, грузинская этнос Абхазы, с грузинскими традициями, языком и бытом, и всем, что я вам сказал. Позднее, когда уже было нападение со стороны Османии, нашествие Османской империи, то вот тогда и начали появляться еще набеги уже со стороны
адыги. О какой бы теме ни говорил злой грузин, тема Апсуа, которые захватили исконно грузинскую землю колхиды, непременно всплывает и всегда в ругательно-сказочном контексте. Часто он показывает старинные гравюры с изображением абхазцев, взятые из архивов, и говорит: ну посмотрите, вот они, настоящие абхазцы, это же и есть грузины. Разве они похожи на тех абхазцев, которые живут сейчас в Абхазии? Другой любимый конек злого грузина – это тема России и русских, которых он называет москалями, московитами и прочими другими словами. И тут он делает великолепный, в кавычках, экскурс в историю, затронув тему и царской России, и Георгиевского трактата, и современности, конечно же. Ну, это говорю, почему ваша армия стоит в Грузии, оккупирует территории грузинские, Абхазию и Самачавлу? Почему? В Абхазии, кстати, я воевал. Когда мне было 17 лет, я с Россией воевал в Абхазии. А туда прогнали 300 тысяч грузин. Почему зря? Ну, зря. Если чужая, если чужая армия заходит... Ну, если ты сам грузин, сам жил в Грузии, зачем тебе Абхазия? Абхазия — это и грузинская территория. Посмотри, я же не задаю вопрос, почему грузинские воры приезжают к нам. Ну, прогоните, не знаю, почему приезжают, прогоните их. У нас тоже есть русские воры. У нас тоже есть русские воры. У нас тоже есть русские воры. Потому что национальная страна. Многонациональная страна. А Грузия, вы думаете, не национальная? Национальности живут у нас. Слушайте, а вы думаете, Грузия не многонациональная страна? У нас 80 национальностей живут, и тем же самым русские тоже живут. У нас 3 деревни русских, малаканцев. Но смотрите, нет, вот вы сказали, что у вас друзья, да, грузины есть? Да, и вы все-таки утверждаете, что Абхазия — это не Грузия, да? Имея друзей грузин, вы говорите, что Абхазия — это не Грузия, да? Ну, как бы да. И вы это говорите вашим друзьям грузинам, что Абхазия не ваша территория? И что они тебе говорят? Нормально все. То есть они говорят: да, это не наша территория, да, это грузин. У меня Свал, забыл. Сван? 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 Сван, наверное. Да, и Сван тебе говорит, что Абхазия — это не наша территория, это, говорит, ваша, да, российская. Там до сих пор с кинжалами ходят. Люди, которым нельзя в глаза смотреть. Туда, мне тоже нельзя в глаза смотреть, я тоже кинжалом хожу по городу, кстати, если ты хочешь знать это. Я могу тебе показать свой кинжал. Я по городу называю, чоху надеваю, национальную одежду и хожу. Я тоже кинжалом хожу. Показать тебе свой кинжал? Я тебе сейчас покажу. Может, не показывай? На минутку, нет, чтоб ты не понял, что я балабош, я правда по городу хожу кинжалом. На минутку. Странно, Сван сказал, что Абхазия не наша территория, охренеть. Вот так он сказал. Ну я понял, с кем ты говоришь. Ты с каком-то говоришь просто. Мне уже чамухса не дал. Зря. Смотри. Они значимые люди. Тбилиси значимые. Смотри, да, значимые. Ты этих значимых людей, дай мне телефон номер, вот, которых ты называешь значимыми. И пусть они здесь в Грузии скажут, что они говорят, что Абхазия — это не наша территория. Я тебе потом покажу, кто это значимые люди. Смотри, я тебе говорю, ты скажи мне имя и фамилию этого человека, я с ним поговорю. Кто тебе говорит, что Абхазия не наша? Это Свана, дай мне это имя и фамилию, скажи мне. Я правда с ним свяжусь. Не, почему ты боишься за него? Это же те люди, которые кинжалами ходят, в глаза не смотрят. Я хочу с ним встретиться. Давай ему задать вопрос здесь, в Грузии. У нас, правда, ты этому сказал, что Абхазия не наша территория? Периодически мелькает мысль о том, что сами русские давно считают Абхазию русской территорией, причем озвучивает он это из уст всего одного человека, с которым берет онлайн-интервью. Его респондент лежит в одной майке на диване и, видимо, тоже вещает от имени всего русского народа, как и сам злой грузин от имени всех грузин. Другая излюбленная тема автора блога – это планы армян о возрождении Большой Армении со столицей в Сочи, в состав которой и будет входить, по его мнению, Абхазия. В общем, думаю, в целом понятно, что канал злого грузина в целом и яйца выеденного не стоил бы, и, к слову, злой можно было бы добавить еще несколько других говорящих эпитетов, но дело в том, что этот канал в последнее время завоевывает внимание и даже симпатии многих пользователей интернета из Северного Кавказа, на которых во многом и работает автор этого канала. Дело в том, что, провозгласив одних врагами как раз представителей северокавказских народов, он
он включил в список ближайших друзей Грузии. Дойдя до коверкания и фальсификации исторических фактов до мастерства, злой грузин договорился до того, что чуть ли это не абхазцы являются причиной трагедии убыхов и многих других высказываний, цель которых ясна и даже прозрачна – внести раскол между нами и нашими братьями на Северном Кавказе. Обсудить эту тему мы пригласили советника президента Республики Абхазия по вопросам взаимодействия с ветеранами Северного Кавказа Рисмага Аджинчал. Рисмаг, я только что рассказывала нашим зрителям об очередном видеоблоге, это даже YouTube-канал, можно сказать, «Злой грузин», он даже так сам себя именует, и у него много различных тем, он в основном специализируется на фальсификации истории, и в частности пытается, скажем так, вбить клин в наши отношения с братскими северокавказскими народами, утверждает, что, например, мы виноваты в трагедии убыхов, что мы кого-то предали. Вот как вам кажется, вообще такие блоги стоит на них обращать внимание, реагировать, и что вообще вот в этой связи вы могли бы сказать? Я как-то шире хочу посмотреть на эту проблему. Уже с самого начала войны и до войны против Абхазии была развернута большая информационная кампания, информационная война, так ее назовем. Нам повезло с лидером. Один из самых грамотных абхазов был ученый Владислав Арзенба, я о нем именно говорю. Вот сейчас анализирую его выступление, когда сейчас есть интернет, возможность там получения информации, у него были академические знания, и он на серьезном академическом уровне говорил речи, писал, приводил примеры, законы международные, и исторические примеры приводил, и это все у него было в голове, как бы нам повезло с ним, работал, ему подспорьем было очень серьезным. Абхазский государственный институт разное время назывался АБНИ, сейчас АБЮГИ, и вообще, собственно, государство создано наше было благодаря этому институту. Я почему об этом вспомнил? Против Абхазии идет серьезная информационная война. Сейчас новые технологии появились, ТикТок, пользователи, Facebook, YouTube, много всяких площадок, на которых можно извращать правду. И этим наши противники этим активно занимаются. Вот этот злой грузин, еще их там много таких, но если мы решим для себя, что это наша проблема, то нам надо этим заниматься и заниматься серьезно. А как именно, как вы это видите? Вот я вот сейчас скажу, сейчас с этого злого грузина ловить и как некоторые делают, заставлять извиняться, это тоже было бы, наверное, неплохо. Но помимо этого, это слишком сложная процедура. В принципе, если захочешь, всего можно добиться. Но я за что вспомнил наш институт. Институт, к сожалению, он в народе сейчас, там много причин, он не пользуется тем уважением, которым пользовался 30 лет назад. Они были всегда на острие внутренней и внешней политики Абхазии. Много кто постарел физически уже. И время меняется, те методы, которые они использовали, допустим, они пользовались периодической печатью, издавали книги. Сейчас жизнь меняется, это все тоже надо этим заниматься, но еще надо интернет-пространство захватывать. Надо создавать государственную программу, и нас должно быть много, в том числе и во всех этих социальных сетях, во всех этих площадках, YouTube-площадках, и мы должны представлять свою информацию. Альтернативный взгляд, не да? Альтернативный, а правдивый. В нашей ситуации это не альтернатива, это правда. Нам это все генерировать, нам это все надо выпускать в мир. К сожалению, с этим мы страдаем. Вот если то же самое, вот этот слой грузин, допустим, или кто бы это ни было, он долго, наверное, занимается, я не следил его, у него, наверное, много подписчиков. Все это можно делать, когда в тот же интернет выкладывать честную информацию и хорошо ее оформлять правильно по законам жанра, так скажем. У человека, который будет это выкладывать, или в структуру, у него тоже появится много подписчиков, много кто к ним будет прислушиваться. И эта структура, она должна, разумеется, честную информацию выкладывать, и достаточно полную, объемную,
Ну, много есть механизмов, ими надо пользоваться. Правильно ли я понимаю, что вы как бы за поддержку молодых прогрессивных ученых, которые еще и хорошо знакомы с современными технологиями и возможностью, и создаванию для них возможностей, как бы тоже вот так, ну, имеется в виду, интересно вещать в интернет-пространстве, так, чтобы это была уже и наша позиция, и с исторической точки зрения все правильно, и с таким вот, получается, профессиональным подходом? Безусловно, да, вот нам надо, опять же, вкладываться. Молодых ученых сейчас средняя зарплата в ОБНИ там 5000, по-моему. Но за 5000 молодого парня или молодого девушку, за редким исключением, можно заставить заниматься наукой. А помимо зарплаты, наука требует еще и выезд за границу, посещение всевозможных конференций, чтобы у человека расширялся кругозор, чтобы он не только в своем соку варился, тут все родственники, друзья, так скажем, друг друга мы уважаем, лишний раз там как-то не осуждаем, поддерживаем. Но когда человек выйдет за пределы страны, он попадет в другую ситуацию, он будет более адекватным, это вообще мировая практика. Да. Это все нам нужно делать. Да. Ну а переходя все-таки к другой теме, вы сами недавно были на Северном Кавказе. Как вам кажется, все-таки насколько имеют влияние там подобные вот интернет, такие выпады? Действительно ли к ним прислушиваются, действительно ли в это верят? Как вам кажется? Ну, не то, что верят. Я разговаривал, ну, в основном с кем я общался, это были ветераны войны. Они мне тоже, кстати, показывали видео, где, так скажем, неоднозначные высказывания были абхазских чиновников и каких-то абхазских общественных деятелей. Они говорили, это что? Это, к сожалению, да, это неприятные вещи. Но, опять же, говорю, когда вот нет и национальной государственной идеологии, это все происходит. У нас каждая структура должна работать, какой-то выработать идеологическое направление. Мы должны для себя понимать, что мы строим абхазское государство. Это не значит, что мы другие национальности, существующие в Абхазии, мы, проживающие в Абхазии, мы каким-то образом будем ущемлять. Ни в коем случае. У нас светское государство, но основной интерес у нас абхазский. Это, наверное, все должны понимать. И главная ценность этой страны – это народ Абхазии. А государствообразующим народом является все-таки абхазский. И нам нужно вот упор делать на это и понимать всем идти, когда мы это сделаем приоритетом, мы всего добьемся. У нас немножко пока втянулись слишком во внутреннюю политику, между собой какие-то непонятные, никакой пользы не приносящие страны. Нам надо строить именно государство, выстраивать информационную и любую другую политику. Надо вот какой-то вектор задавать. Вот проблема, которую вы сейчас озвучили, она, безусловно, серьезная. И ее слушают не только, вот вы сказали на Северном Кавказе, что я был там. Я вот по интернет-публикациям вижу, что даже в Абхазии кое-кто это воспринимает и даже пытается транслировать повестку, которой говорят такие антиабхазские пользователи, как злой грузин. А вот если возвращаться из интернет-пространства в реальность, как вам кажется, намечены ли какие-либо, скажем так, мероприятия или какие-то планы по тому, чтобы вот в реальности общение с северокавказскими народами, с нашими братьями на Северном Кавказе стали более реальными, какие-то конкретные шаги в этом направлении? Ну вот я как бы, это моя должность, я по ней скажу, когда меня назначали на эту должность, мне, среди прочего, было сказано о том, что я должен буду составить программу в дальнейшем развития, как государство должно работать, и вот те возможности, вот я вот на должности, на которой вообще, наверное, у каждого чиновника должна быть какая-то должностная инструкция, план работы. И с меня тоже потребовали первый год, ты как бы все изучишь, я это изучаю, занимаюсь изучением проблемы, сталкиваюсь, но на будущий год я уже планирую, все это должно быть расписано. Какие-то, если произойдут события, государство, чтобы уже было запланировано, готово к ним и, соответственно, себя вело. Это каждый чиновник, он должен предоставить свою дорожную карту. И вот я по своему направлению, безусловно, готовлю дорожную карту. Очень много хороших задумок, много что можно сделать, даже ограниченными ресурсами, не обязательно все
на все миллиарды тратить. Ну, хотя бы, может, пару пунктов. Пару пунктов. Понятно, что это только планы, но хорошо, сейчас я скажу, конечная цель. Конечная цель, ну, лично я как вижу, максимальное количество браков совместных абхазо-северокавказских. Это вот лучше всех государственных программ будет работать. Лучше нету. Разве на это как-то можно влиять? Можно влиять, когда создавать условия, чтобы молодежь Северного Кавказа приезжала сюда, и молодежь с Абхазии приезжала туда. Как в виде фестивалей каких-то таких? Фестивали, обучение очень серьезно у нас во время войны началось, потом как-то у нас это прекратилось. Я вот разговаривал с добровольцами, вот говорят, в нашем городе абхазская речь всегда была слышна, все абхазские праздники, молодежь приходила с флагами, везде участвовала. Сейчас их нет, ну, единицы, может, учатся. Это те же лимиты. У нас вечно нам денег не хватает, но почти в каждом городе нам предлагали бесплатные лимиты, и причем на хорошие специальности. Это уже тоже большой плюс был бы. И, безусловно, о том, о чем вы говорили, культурные, все мероприятия по максимуму должны происходить и там, и здесь. Они всех сближают. Понятно. Рисмак, спасибо вам большое за ваш комментарий. Спасибо. Пожалуй, это все темы, на которых мы хотели бы сосредоточить ваше внимание на этой неделе. Мы будем продолжать держать руку на пульсе событий и отслеживать самые важные и интересные события вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире.